Господин президент, комендант Московского Кремля, генерал-майор Дрожжев. Здравствуйте. Господин президент, комендант Московского Кремля, генерал-майор Дрожжев. Господин президент, комендант Московского Кремля, генерал-майор Дрожжев. Я хотел бы поздравить вас с замечательной, очень глубокой статьей. Я буквально с хорошим назад прочитал эту статью. Очень интересная. И очень необходимая, полезная. И читается очень хорошо, стилистика. Я когда показывал документы из архива, я так увлекся и решил взять статью. Очень интересно. Просто я... Генерал-майор Дрожжев. Господин президент, комендант Московского Кремля, генерал-майор Дрожжев.
Ребят, станьте поскромнее, пожалуйста.
осознал. То есть, Борисов, все просто.
Внимание! Говорит и показывает Москва. Слушайте и смотрите Красную площадь. Парад Победы! Государственный флаг Российской Федерации и знамя Победы! Смирно! Для встречи слева! Награду!
на краю! Товарищ министр обороны Российской Федерации, войска Московского гарнизона для парада во знаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне построены. Командующий парадом генерал армии Салюков. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 75-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 75-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Товарищ Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации, войска Московского гарнизона к Параду Победы готовы. Министр обороны генерал армии Шойгу. Вольно! Уважаемые граждане России, дорогие ветераны, наши уважаемые зарубежные гости, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы. Поздравляю вас с 75-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Победы, которая определила будущее планеты на десятилетия вперед. И навсегда осталась в истории как самая грандиозная по своему масштабу, значению и по духовной нравственной высоте. В этом году традиционные торжества в честь победы проходят в России 24 июня. Ровно 75 лет назад, в ознаменование окончания Великой Отечественной войны, здесь, у стен Кремля, состоялся легендарный парад победителей. Этот парад остался в истории как триумф невиданной силы, как торжество добра над злом, мира над войной, жизни над смертью. От имени всех защитников Отчизны с презрением были брошены на площадь поверженные знамена и штандарты нацистов, как знак справедливого возмездия и сурового предупреждения.
по Красной площади прошли сводные полки фронтов и флотов. И в их чеканном, стальном марше незримо присутствовали все, кто отважно, не жалея себя, бился за Родину, кто с победой вернулся домой, и миллионы воинов, навеки оставшихся на полях сражений. Сегодня мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто не пришел с войны, перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, мужей, жен, братьев, сестер, однополчан, родных и друзей. Скорбим о ветеранах, которые уже ушли от нас. Объявляется минута молчания. Мы всегда будем помнить, что нацизм сокрушил советский народ. Миллионы людей разных национальностей из всех республик Советского Союза. На фронте и в тылу, в партизанских отрядах и в подполье. Они боролись и трудились по законам мужества и единства. Отстояв свою землю, продолжали сражаться, освободили от захватчиков государства Европы, положили конец страшной трагедии Холокоста, спасли от нацизма, от его смертоносной идеологии народ Германии. И невозможно даже представить, что стало бы с миром, не стань на его защиту Красная Армия. Ее солдатам не нужны были ни война, ни другие страны, ни слава, ни почести. Они стремились добить врага, одержать победу и вернуться домой. И заплатили за свободу Европы невосполнимую цену. Многие сотни тысяч бойцов полегли на чужбине. Наш долг – помнить об этом, помнить о том, что на советский народ пришлась основная тяжесть борьбы с нацизмом. В 1941 году свыше 80% вооруженных сил Германии и ее сателлитов были сосредоточены против СССР. Но эта безжалостная армада оказалась бессильной перед сплоченностью советских граждан. Именно наш народ смог одолеть страшное, тотальное зло, разгромил более 600 дивизий врага, уничтожил 75% от общего числа самолетов, танков, артиллерийских орудий противника. И до конца, до победной точки прошел свой героический, праведный, беспредельно жертвенный путь. В этом и состоит главная, честная, ничем не замутненная правда о войне. Мы обязаны ее беречь и отстаивать, передать нашим детям, внукам и правнукам. Сегодняшний военный парад в честь этой священной правды, в честь выдающегося поколения победителей, которые определили исход всей Второй мировой войны. Сейчас вместе с российскими воинами пройдут в парадных расчетах представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Индии, Казахстана,
Киргизии, Китая, Молдовы, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана. Рады приветствовать наших друзей, гостей из разных стран, приехавших в Москву, чтобы отдать дань уважения всем, кто отстоял мир на планете. Мы никогда не забудем вклад наших союзников в приближение победы. Значение Второго фронта, открытого в июне 1944 года. Чтим отважных бойцов вооруженных сил всех государств антигитлеровской коалиции. Подвиг всех борцов с нацизмом, которые бесстрашно действовали в странах Европы. Мы знаем, и перед лицом тех вызовов, с которыми сталкивается сегодня планета, по-особому остро чувствуем, какая это величайшая ценность – человек, его мечты, радости, надежды, мирная, спокойная, созидательная жизнь. Понимаем, как важно укрепление дружбы, доверия между народами и открыты для диалога и сотрудничества по самым актуальным вопросам международной повестки. Среди них создание общей надежной системы безопасности, в которой нуждается сложный, стремительно меняющийся современный мир. Только вместе мы сможем защитить его от новых опасных угроз. Дорогие друзья, сегодня ветераны Великой Отечественной войны живут в разных странах, но невозможно разделить их единый великий подвиг спасения целых народов от гибели, варварства и порабощения. Этот подвиг безо всякого преувеличения является достоянием всего человечества. Наша благодарность вам, дорогие ветераны, безмерна. Своей жизнью, своей судьбой вы доказали, как важно уметь защищать ценности мира, гуманизма и справедливости. Мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы память о ваших героических свершениях никогда не померкла. Это долг нашей совести и нашей ответственности перед настоящим и будущим. Слава поколению, победившему нацизм! Слава героям Отечественной войны! Ура! Батальонно! На одного линейного дистанции! Первый батальон прямо! Остальные направо! Вот! На плечо! Равнение направо. Шагом марш!
флотоводцем. В параде Победы участвуют лучшие представители военно-патриотического общественного движения «Юнармия», в рядах которого уже более 750 тысяч человек. Возглавляет парадный расчет начальник главного штаба движения, летчик-космонавт, герой Российской Федерации Роман Романенко. На Красной площади полк сухопутных войск Вооруженных сил России. Открывают прохождение слушатели Общевойсковой академии Вооруженных сил Российской Федерации. Парадный расчет возглавляет генерал-лейтенант Александр Романчук. Большинство прославленных маршалов Победы и командиров Красной Армии обучались военному искусству в стенах академии. Мимо трибун проходит парадный расчет Военного университета Министерства обороны Российской Федерации. Возглавляет парадный расчет начальник университета генерал-лейтенант Игорь Мишуткин. Военный университет является единственной в стране высшей военно-гуманитарной школой, центром подготовки специалистов военно-политической работы. На Красной площади курсанты Михайловской военной артиллерийской академии. Возглавляет парадный строй полковник Андрей Титов. Старейшие кузницы отечественных офицеров-артиллеристов и ракетчиков исполняется 200 лет. Из стен академии вышли 98 героев Советского Союза и Российской Федерации. Сегодня академия готовит командные кадры на все артиллерийские и ракетные комплексы, стоящие на вооружении российской армии. На Красной площади курсанты военной академии войсковой противовоздушной обороны имени маршала Василевского. Во главе парадного строя начальник академии генерал-лейтенант Глеб Еремин. За годы войны зенитчиками было уничтожено более 20 тысяч вражеских самолетов. 57 воинов-зенитчиков удостоены звания Героя Советского Союза. Сегодня Академия ведет подготовку командных кадров для самых передовых зенитных ракетных комплексов и систем. Торжественным маршем по Красной площади проходит военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии Хрулева, отметившая 120-ю годовщину со дня начала подготовки интендантских кадров. Возглавляет парадный расчет генерал-майор Владимир Коновалов. В парадном строю военнослужащих женщин курсанты высших военных учебных заведений России, будущие офицеры воздушно-космических сил, тыла, военные переводчики, юристы и финансовые работники. Командуют парадными расчетами майоры Мария Васильева и Екатерина Рякова. Примером для девушек являются участницы Великой Отечественной войны. 93 женщины в годы войны стали героями Советского Союза. 4 полными кавалерами Ордена Славы. Мимо трибун проходит полк Воздушно-космических сил России. В его составе офицеры и курсанты Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина. Возглавляет парадный расчет начальник академии генерал-полковник Геннадий Зебров. Сегодня академия готовит офицеров по 70 специальностям с использованием современной учебно-материальной базы, новейших и перспективных образцов авиационной техники, беспилотных летательных аппаратов, наземных средств обеспечения полетов и средств радиоэлектронной борьбы. За столетнюю историю Академия подготовила десятки тысяч выпускников, внесших достойный вклад в освоение воздушного пространства и космоса. Более 1500 выпускников Академии в мирное время и в годы войны по праву заслужили высокое звание Героев Советского Союза и Российской Федерации. Свыше 60 из них удостоились этого звания дважды, а выпускник Академии маршал авиации Иван Кожедуб стал Героем Советского Союза трижды. Сегодня в парадном строю Академии идут представители офицерских династий.
берущих свое начало от первых российских покорителей неба и освоения авиационной техники. На Красной площади парадный расчет Военно-космической академии имени Можайского. Парадный расчет возглавляет начальник академии генерал-лейтенант Максим Пеньков. В разные годы в стенах академии обучались летчики, испытатели авиационной техники, в том числе знаменитый ас, трижды Герой Советского Союза Александр Покрышкин. Сегодня академия является основным учебным и научным учреждением по подготовке уникальных специалистов ракетно-космического профиля. На Красной площади полк военно-морского флота России. Его возглавляет контр-адмирал Вячеслав Сытный. В составе парадного расчета курсанты Балтийского высшего военно-морского училища имени адмирала Ушакова, расположенного в городе Калининграде. Среди 18 тысяч выпускников 80 адмиралов и генералов, командующие флотами, флотилиями, командиры кораблей и подводных лодок. На Красной площади моряки-дальневосточники. В парадном строю курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени адмирала Макарова. Возглавляет парадный расчет капитан первого ранга Андрей Шмаков. За свою 80-летнюю историю училище подготовило свыше 20 тысяч офицеров. Среди них 18 героев Советского Союза, России и социалистического труда. Мимо трибун проходит морская пехота. Ее главный девиз «Там, где мы, там победа». Морскую пехоту на параде Победы представляет 336-я отдельная гвардейская Белостокская бригада Балтийского флота во главе с командиром полковником Андреем Лазуткиным. Ракетные войска стратегического назначения представлены офицерами-курсантами военной академии имени Петра Великого. Впереди парадного расчета начальник академии генерал-майор Леонид Михалап. Выпускники академии вносят огромный вклад в создание и развитие стратегических ядерных сил страны. Одно из старейших военно-учебных заведений в этом году отметит свое 200-летие. Парадный расчет Серпуховского филиала академии возглавляет генерал-майор Андрей Морозов. Сегодня в институте осуществляется подготовка офицерских кадров для эксплуатации новейших типов ракетных комплексов, позволяющих решать задачи национальной безопасности и суверенитета Российской Федерации. На Красной площади военнослужащие воздушно-десантных войск открывают прохождение курсанты Рязанского, Гвардейского, Высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии Маргелова под руководством начальника училища генерал-майора Алексея Рогозина. В разные годы более 50 тысяч выпускников своим героизмом и мужеством ковали славу воздушно-десантных войск. 135 из них стали героями Советского Союза и Российской Федерации. Проходит 331-й гвардейский Костромской парашютно-десантный полк 98-й воздушно-десантной дивизии. Во главе парадного расчета полковник Олег Шмелев. Полку свято чтут память о боевых подвигах ветеранов войны при освобождении Венгрии, Чехословакии и Австрии. На Красной площади десантники 104-го гвардейского десантно-штурмового полка. Во главе парадного строя командир полка полковник Александр Шипов. В этом году исполнилось 20 лет
подвигу военнослужащих 6-й роты, принявших неравный бой с превосходящими силами противника. За мужество и героизм 22 десантникам 6-й роты присвоено высокое звание Героя Российской Федерации. На марше Московский пограничный институт ФСБ России. Возглавляет парадный расчет начальник института генерал-майор Валерий Козлов. Воины-пограничники продолжают стоять на страже государственной границы и надежно ее охраняют. На Красной площади парадный расчет инженерных войск. Возглавляет парадный строй полковник Александр Малков. В его составе лучшие воины 1-й гвардейской инженерно-саперной Брестско-Берлинской бригады и 45-й гвардейской Берлинской инженерной бригады. На Красной площади парадный строй войск авиационной, химической и биологической защиты. Слушатели военной академии имени маршала Тимошенко. Возглавляет парадный расчет начальник академии генерал-майор Игорь Емельянов. Выпускники академии достойно выполняют свой воинский долг, решают задачи в составе гуманитарных миссий. Проходит парадный расчет войск связи. Их представляют курсанты военной академии связи имени маршала Буденного. Возглавляет парадный строй начальник академии генерал-лейтенант Сергей Костарев. За столетнюю историю в стенах академии подготовлено 46 тысяч командиров и инженеров для подразделений связи российской армии. Мимо трибун проходит батальон железнодорожных войск. В состав парадного расчета вошли лучшие военнослужащие отдельных железнодорожных бригад. Парадный строй возглавляет командир 38-й бригады полковник Игорь Орлов. За весомый вклад в дело победы 29 военнослужащих железнодорожных войск получили высокое звание Героя социалистического труда и Героя Советского Союза. На главной площади страны проходит парадный расчет Академии гражданской защиты МЧС России. Возглавляет парадный расчет начальник Академии генерал-лейтенант Виктор Панченко. В этом году исполняется 30 лет со дня образования Министерства по чрезвычайным ситуациям. Проходит парадный расчет отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского войск Национальной гвардии Российской Федерации. Командует парадным расчетом командир дивизии генерал-майор Дмитрий Черепанов. 75 лет назад военнослужащие дивизии бросали к подножию мавзолея знамена и штандарты поверженных фашистских частей. На главной площади страны парадный расчет 2-й гвардейской мотострелковой Таманской дивизии имени Калинина. Возглавляет строй генерал-майор Евгений Никитин. В годы войны 34 воина-таманца удостоены звания Героя Советского Союза. 5 стали кавалерами Ордена Славы всех степеней. На Красной площади парадный строй 4-й гвардейской Кантемировской танковой дивизии имени Андропова. Командует парадным расчетом командир дивизии полковник Владимир Завадский. В годы войны танкисты-кантемировцы участвовали в важнейших фронтовых операциях по освобождению европейских государств. Завершают пешую часть парада курсанты Московского высшего общевойскового командного училища. Командует парадным расчетом начальник училища генерал-майор Роман Бенюков. За время проведения парадов на Красной площади кремлевские курсанты пропустили только один в ноябре 1941 года.
когда отдельный курсантский полк покрыл себя неувидаемой славой, встав стеной на пути врага, не дав ему прорваться к столице. 811 курсантов сложили головы в боях за Москву. Мужество, героизм и самоотверженность были всегда присущи кремлевцам. Подтверждением этому 109 выпускников училища, получивших за свои подвиги и ратные дела высокие звания Героя Советского Союза, России и социалистического труда. Музыканты освобождают Красную площадь для прохождения военной техники. Музыкальное обеспечение парада по традиции возложено на сводный военный оркестр Московского гарнизона. Дирижирует оркестром главный военный дирижер, заслуженный артист России генерал-майор Тимофей Маякин. В ходе парада оркестром исполняется более 50 маршей и музыкальных произведений. Начинается прохождение парадных расчетов механизированной колонны. В ее составе боевая техника времен Великой Отечественной войны и современные образцы вооружения. Право провести историческую часть парада предоставлено военнослужащим 1-й гвардейской краснознаменной танковой армии, которой командует генерал-лейтенант Сергей Кисель, на танках Т-34. За годы войны танковая армия с боями прошла от Курска до Берлина, уничтожив более 7 тысяч танков, самоходных орудий и бронетранспортеров. Колонну Т-34 сменяет парадный расчет самоходных артиллерийских установок Су-100. Командует парадным расчетом лейтенант Егор Надин. Главными задачами артиллеристов-самоходчиков во время войны были уничтожение танков противника и огневая поддержка войск. На марше современная техника вооруженных сил Российской Федерации. Открывает прохождение колонна бронированной колесной техники 16-й отдельной гвардейской бригады специального назначения. В ее составе бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун» с различными боевыми модулями дистанционного управления. Во главе колонны подполковник Анатолий Васин. Проходит колонна боевых машин пехоты БМП-2М с новым боевым комплексом «Бережок» и БМП-3, оснащенные комплексом динамической защиты, позволяющим многократно повысить возможности по сохранению личного состава на поле боя. Возглавляет парадный строй майор Игорь Матвеев. На брусчатке Красной площади новейший зенитный артиллерийский комплекс «Деривация ПВО», а также боевые машины пехоты на базе платформ «Курганец-25» и «Армата» с боевыми модулями «Эпоха» и «Кинжал». Во главе расчета подполковник Сергей Салахутдинов. На брусчатке Красной площади колонна боевых машин поддержки танков. Их основная задача в бою – огнем поддержать танкистов. Возглавляет парадный расчет капитан Алексей Тихонов.
Красной площади проходит колонна основных боевых танков Т-72Б3 первого гвардейского Чертковского танкового полка. Командует парадным расчетом капитан Ренат Рафиков. На брусчатке колонна газотурбинных танков Т-80 БВМ 200-й отдельной Печенской мотострелковой бригады во главе с капитаном Александром Кормишиным. Как и в годы войны, военнослужащие бригады продолжают надежно стоять на страже российского Заполярья. На Красной площади колонна 27-й гвардейской Севастопольской бригады. В ее составе современные образцы российской бронетехники. Танки Т-14 «Армата» и Т-90М «Прорыв». Командует расчетом майор Константин Усольцев. Ракетные войска и артиллерию вооруженных сил Российской Федерации представляет колонна 236-й артиллерийской бригады в составе 152 миллиметровых самоходных гаубиц М-100С и коалиция СВ. Командует парадным расчетом майор Михаил Малинин. Повышенная скорострельность и новейшие способы управления огнем позволяют артиллеристам решать любые задачи на максимальной дальности. На Красной площади дивизион реактивных систем залпового огня «Торнадо-С» 439-й гвардейской Перекопской реактивной артиллерийской бригады. Возглавляет парадный строй майор Дмитрий Абакумов. На брусчатке Красной площади дивизион высокоточных ракетных комплексов «Искандер-М» 112-й гвардейской ракетной новороссийской бригады. На боевом знамени бригады 7 орденов, полученных за освобождение Новороссийска, форсирование Днепра, Одера, взятие Берлина. Во главе парадного расчета майор Илья Лобачев. На Красную площадь выдвигаются парадные расчеты противовоздушной обороны сухопутных войск в составе зенитного ракетного комплекса ТОР-М2, гвардейского Тарнопольского полка и БУК-М3 35-й зенитной ракетной бригады. Командует парадным строем подполковник Александр Малявин. Боевые возможности комплекса позволяют гарантированно уничтожить любую воздушную цель. На марше колонна пусковых установок из состава зенитной ракетной системы С-300В4. Возглавляет колонну 77-й зенитной ракетной бригады подполковник Дмитрий Гордей. Главная задача системы – защита войск от аэродинамических и баллистических целей на максимальной дальности и высоте. Мимо трибун проходит техника воздушно-десантных войск 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской дивизии в составе БМД-4 и БТР МДМ «Ракушка». Ведет колонну подполковник Дмитрий Томин.
Красной площади колонна модернизированных тяжелых огнеметных систем залпового огня ТОС-1А первой мобильной бригады войск радиационной, химической и биологической защиты. Возглавляет колонну капитан Евгений Спицын. Площадке Красной площади представлены перспективные образцы огнеметной системы ТОС-2 на базе автомобиля «Урал» с повышенной дальностью стрельбы и боевые машины инженерной системы дистанционного минирования, которые позволяют с максимально заданной точностью и дальностью устанавливать мины на поле боя. Возглавляет колонну майор Ильнур Мингазов. На марше зенитные ракетные комплексы воздушно-космических сил. Открывает прохождение колонна зенитных ракетно-пушечных комплексов различной модификации под руководством подполковника Александра Путачева. В ее составе модернизированный комплекс «Панцирь-СМ» и его предшественник «Панцирь-С». Замыкает колонну арктический вариант комплекса «Панцирь-СА». В составе парадного расчета комплексы С-350 «Витязь» и С-400 «Триумф» 606-го гвардейского зенитного ракетного полка под руководством майора Дениса Двоишова. Возможности комплекса не может превзойти ни одна система ПВО зарубежных стран. На Красной площади дивизион берегового ракетного комплекса «Бал» 536-й отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригады Северного флота. В составе колонны командный пункт управления и связи, боевые пусковые установки, транспортно-перегрузочные машины. Комплекс способен уничтожить любую морскую цель и надежно обеспечить прикрытие побережья страны. Возглавляет колонну подполковник Дмитрий Скобельников. На Красной площади колонна бронеавтомобилей «Тигр» и «Тайфун» военной полиции. Механизированную колонну возглавляет майор Павел Максимов. Особенно хорошо бронеавтомобили зарекомендовали себя в Сирийской Арабской Республике при сопровождении военной полиции, колонн с гуманитарным грузом, совместном патрулировании на дорогах и блокпостах. Мимо трибун проходит механизированная колонна Росгвардии. Возглавляет колонну капитан Алексей Червер. На вооружении войск Национальной гвардии отечественные бронированные автомобили «Тигр», «Патруль» и «Урал», которые позволяют решать служебно-боевые задачи в любых сложных условиях, обстановке и местности. На Красной площади механизированная колонна ракетных войск стратегического назначения. Командует парадным расчетом 54-й гвардейской ракетной дивизии подполковник Евгений Гончаров. Ракетный комплекс «Ярс» обладает возможностью скрытного рассредоточения на больших территориях и преодоления существующих и перспективных систем противоракетной обороны. Ракетные соединения, вооруженные комплексами «Ярс», составляют основу мобильной группировки ядерных сил России.
Замыкает парадный строй боевой техники колесный бронетранспортер на платформе «Бумеранг» с флагами видов вооруженных сил Российской Федерации. В основе конструкции возможность замены боевых модулей и надежная броневая защита личного состава. Начинается авиационная часть парада. Сегодня утром 75 вертолетов и самолетов Воздушно-космических сил России, взяв старт с 8 аэродромов, собрались в одной точке ближнего Подмосковья, чтобы единым строем пройти над Красной площадью. Высота пролета авиационной техники от 150 до 400 метров. Скорость от 200 до 500 километров в час. Открывает воздушный парад группа в составе крупнейшего в мире транспортного вертолета Ми-26 и 4 вертолетов Ми-8 АМТШ. Ведущий группы подполковник Сергей Поляков. Продолжает парадный строй группа в составе 5 ударных вертолетов Ми-35М. Ведущий группы подполковник Геннадий Голиков. В небе 5 вертолетов К-52 «Аллигатор». Ведущий группы полковник Василий Клещенко. Над Красной площадью пилотажная группа «Беркуты». На вертолетах Ми-28Н «Ночной охотник». Ведущий группы полковник Андрей Попов. В воздухе авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведения А-50У, способный сопровождать одновременно более 50 целей. За штурвалом подполковник Вячеслав Левченко. В небе Москвы звено из 3 военно-транспортных самолетов Ил-76МД, способных доставить более 40 тонн грузов в любую точку мира. Возглавляет группу майор Сергей Мельников. В небе группа из 3 турбовинтовых стратегических ракетоносцев Ту-95МС. Самолет является составной частью стратегических ядерных сил. Ведущий группы подполковник Сергей Ильин. В парадном строю пролетают сверхзвуковой стратегический ракетоносец с изменяемой геометрией крыла Ту-160 и дальние бомбардировщики Ту-22М3. Возглавляет группу майор Алексей Валянский. Летчики майор Андрей Парусинов и подполковник Андрей Поздняков демонстрируют дозаправку стратегического ракетоносца Ту-160 от воздушного танкера Ил-78. В воздухе 4 модернизированных истребителей МиГ-29 СМТ. Возглавляет группу подполковник Георгий Дедио. Следующий строй представлен 4 модернизированных фронтовых бомбардировщиков Су-24М. Ведущий группы подполковник Герман Анафов. В небе группа тяжелых истребителей-перехватчиков МиГ-31К. Глубокая модернизация и перевооружение на ракеты «Кинжал» сделали авиационный комплекс
грозные сдерживающие силы. Ведущий группы майор Евгений Шалагин. Пролетает строй истребителей 5-го поколения Су-57. Ведущий группы подполковник Владимир Волонсков. В боевом порядке тактическое авиационное крыло к Красной площади подходит группа из 10 самолетов. В ее составе бомбардировщики Су-34, истребители Су-30СМ и Су-35С. Ведущий группы полковник Юрий Грицаенко. В небе уникальные пилотажные группы «Русские витязи» и «Стрижи» в составе кубинского бриллианта на истребителях Су-30СМ и МиГ-29. Возглавляет группу полковник Андрей Алексеев. По традиции замыкают парадный строй Воздушно-космических сил России 6 самолетов-штурмовиков Су-25БМ, расцвечивая небо столицы цветами государственного флага Российской Федерации. Возглавляет группу полковник Александр Котов. В финале военного парада сводный оркестр исполнит песню «День Победы». Военный парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, завершается. Оркестр покидает Красную площадь. Парад Победы завершен. Да здравствует 75-я годовщина Великой Победы! Ура! Слава ветеранам Великой Отечественной войны! Ура! Поздравляем всех россиян с великим праздником! Ура!
15 же сказали. А? Сейчас сказали 15 вот ваш сотрудник. Ну, показали. Если он пойдет по белой линии.